сегодня только первый день приехала сюда. А вы сами откуда? С Минска. Откуда? С Минска. Вчера прилетела. Ну, сегодня шла, попала. Я хочу поддержать пинских политзаключенных, это первое, а второе их родителей. Хотела пожелать им мужества, стойкости, что белорусы Варшавы за них здесь горой стоят, и мы их поддерживаем. И знаем, что перемены близко, все к этому идет, и все-таки будет. Мы победим в любом случае эту бандитскую преступную власть. Правильно. Но я первый раз, потому что я на этой неделе только приехал. Да, здесь первый раз. Честно говоря, сегодня выбрались первый раз просто потому, что обстоятельства как бы раньше не позволяли, да и особо не в курсе был, честно говоря, что происходят такие акции. Зредку. Нечасто. Я обычно прихожу к якомусь прому, хочу сказать, альбо порвать, спалить российские стяги. Приехали только что в Варшаву, короче, мы первый раз на акции солидарности. До этого мы жили в Петербурге и там посещали питерские акции. В общем-то, за что там пришлось посидеть там сутки и выгнали, в общем, нас выдворили, ну не выдворили, а... Намекнули. Да, очень короче, толсто, попросили нас покинуть, да, территорию России. И вот мы здесь первый раз. Вчера буквально у нас был первый день после знакомства с Варшавой. Мы в Польше вообще никогда не были, даже не думали, что здесь окажемся. Поэтому, а сегодня вот мы пришли на акцию солидарности. Мы, наверное, в 5-й или 6-й раз пришли. Да, сейчас стараемся каждое воскресенье приходить. То есть до этого мы приходили эпизодически, когда были какие-то такие случаи репрессий против наших товарищей. Мы приходили, чтобы какие-то акции солидарности здесь с ними сделать. Вот. Сейчас мы стараемся на всех ходить. Ну и до этого наши товарищи, которые здесь уже до этого жили, с местными товарищами варшавскими, проводили свои акции. Еще пара организационных моментов. В конце акции будет... Ну, на самом деле, последние несколько недель, наверное, я не посещал из-за плохой погоды, но вот сегодня вышло солнце, я решил выйти встретиться со своими белорусами, земляками, много знакомых лиц, как всегда. Все-таки вот эти акции, которые по воскресеньям тут проходят, они созданы в первую очередь для того, чтобы, наверное, люди, которые эмигрируют в Польшу, а поток постоянный, они могли вот тут встретиться со своими земляками, с людьми, которые уже живут в Варшаве, они им помогли, как-то рассказали что-то, сконтачили их друг с другом. А так, вот есть акции такие более целевые, которые проходят регулярно, в них я тоже участвую. Например, вот на этой неделе будут белорусы пикетировать посольство норвежское по поводу Яры и что требовать, чтобы они вводили санкции в отношении Беларусь-Галия. Это не ко мне, я уже тут достаточно какое-то время, это 3 года, я тут студент, по студенческой визе уехал, поэтому есть много ребят, я знаю, которым проблематично, я вот с беженцами работал, помогаю, и поэтому, да, то есть очень сложные истории есть про то, как люди прямо там на велике бежали, переезжали границу за час, прямо до того, как их уже объявляли в розыск, они переезжать успевали. Но я спокойно. Да. Тяжело было, конечно, отпускать семью, оставлять, но пришлось выехать быстро. Я выехал достаточно легко из страны просто потому, что я сделал это вовремя, скажем так, когда это нужно. Ты и я. Мне достаточно легко. Меня искали. Меня какое-то время искали в моем городе, я жил в другом городе, на съемных квартирах, на каких-то левых людей. Вот, и когда уже пришла информация о том, что есть уголовное дело, в рамках которого у меня был обыск, и меня там как-то... людей допрашивают, очень много расспрашивают про меня. Я решил, что, наверное, стоит выехать, и буквально на следующий день я уже был в Польше. Проблем особо не возникло. То есть я визу заранее подготовил на всякий случай. Еще в августе было ощущение, что, скорее всего, этот бой мы проиграли и придется немножко отступить. Вот. Но это оказалось правдой. Варшава была такая более свободная еще, я бы сказал, когда я переехал, потому что сейчас тут такое, очень много полиции снова уже в центре, да, те же ограничения, но приспосабливаться в Варшаве достаточно просто, тут большое русскоязычное комьюнити, я даже знаю некоторых людей, которые ни по-английски, ни по-польски не разговаривают и отлично себе живут, исключительно потому, что тут очень много украинцев, очень много белорусов в особенности сейчас. Легко.
Быстро, легко. Так я тут жила раньше. Для меня это было абсолютно не тяжело, так как я уже имел опыт работы за границей и примерно знал и понимал, с чем мне предстоит столкнуться. К тому же я заранее позаботился о том, чтобы у меня было максимально, насколько это возможно, максимально, чтобы не было проблем. Для этого я приехал, собственно, из Беларуси на своей машине, которая по сей день очень сильно меня выручает. То есть, если случается какая-то проблема, как говорится, и крыша над головой есть, и можно сесть и уехать куда-то без проблем каких-либо. Мы сначала уехали в Украину, чтобы получить визы, а сейчас, буквально неделю назад, приехали сюда, в Варшаву. Пока что еще адаптируемся. Да. Я до сих пор не адаптировался на новом месте. Заведайте, а кто замість таракана прийде? Такі самі таракани. Мені цікаво, як от, наприклад, про Аутуховича нічого не чути, ні одного слова нема. А як Бабарика з-за крату партію утворяє? А? Тут як? Это тот же самый человек Кремля, Бабарика. І я кажу, що Бабарика ще горше, ніж Лукашенко. Бо этот хоча б тримався за кресло, ніякі амбіції були, а этот вогулі нічого немає, ніяких амбіцій. Заказчик ФСБшного банка ему сказали пойти Лукашенко здоробить так, чтобы тот сдал. Лукашенко не сдавал Беларусь, чтобы тримал свое кресло. Это совпадало с интересом белорусского народа. А в этих вогулі немає ніяких інтересів. Это вогулі здрадники. Они будут сидеть, они могут сидеть сколько хочешь. Их задание такое. Ему сказали у ФСБ виконати справу, они будут выконывать. Вся справа, что про что наказали, когда они шли, что Лукашенко дренно с Россией все поводит. А як добре? Это треба здать, значит, Беларусь. Вот они пришли сдать. И они роблять все разом сдачу. Лукашенко стал сдавать и сдав. Слышала, но не сильно слышала. Так, увидела еще. Ну что можно думать? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы он уже ушел. Нет, а что из... А, это то, что он упоминал, там что-то очень интересное у него? Быстрее бы его на пенсию отправить. Ну или вообще, что значит этикетный отпуск таракана? Ну он, да, он любитель каких-то перлов таких жесточайших. Давно пора, да. Не в отпуск, а на пенсию, по-моему, пора уже давно. Гагу. Ну, билет в Гагу надо покупать. Ну, ждем его. Правда, приходится ждать здесь, а не там. Но такие обстоятельства. Но очень надеемся, что он вот будет вот-вот. Что-то от нас требуется, но готовы двумя руками, двумя ногами, да. У меня X. Я тоже не думаю. Вообще хотим, чтобы День X настал, чтобы он ушел. Понимаете, то есть, ну, тут нужно же понимать, что изменение политического режима — это не вопрос одного дня. И мы, когда говорим про этот день X, нужно понимать, а что мы имеем в виду под этим днем X. Это день, когда выйдут миллионы и разобьют там стекла Дома правительства, или просто к нам выйдут уже наконец-то там Лукашенко и кто-нибудь арестует. То есть это такие абстрактные какие-то вопросы. То есть этот день X — это скорее такой как бы час, да, это определенное время и промежуток времени, когда вот будет начат транзит власти. А подбираться к нему, ну, мы можем только ближе и ближе. Все-таки он уже обречен, нам остается только быстрее забрать страну до того, как не осталось только осколков и руин после него. И этот день, ну, деньги кончаются. Недавно предлагал топить древесиной. Мы видим, что происходит с золотовалютными резервами, да, уже печатают новые деньги. То есть как только доллар станет 3,5 рубля, и ему уже будет нечем платить своим чиновникам, вот тогда это вполне может быть похоже на начало транзита. Мы бы не ставили какой-то, вот не надеялись на какой-то день X, который все поменяет. Да. Это... Мне кажется, сегодняшние лидеры самопровозглашенные протеста очень, не знаю, мне кажется, этот день X это просто какая-то
Даже не знаю, как это сказать. Ну, то есть, мне кажется, ничего такого не будет. Нужно надеяться только на свои силы, и только народ может это изменить. Если нам объявляют, что нужно готовиться к какому-то дню X, который мы запланировали, то есть там кто-то запланировал, я бы в это не верил, потому что, ну, не лидеры, так называемые лидеры протеста, которые сейчас так называют, они ничего не могут практически сделать на самом деле. Сделать сейчас может только народ, который находится в Беларуси, и только народ может сейчас изменить что-то. Поэтому я бы не рассчитывал на какие-то такие дни X, просто старался бы ежедневно и постоянно протестовать, пока мы просто не уничтожим этот режим. Это все. Про День Икс я бы еще, наверное, добавил, что вот этот самый День Икс, его не кто-то назначит, а его создадут сами эти идиоты у власти. Когда в очередной раз они сотворят какую-то полнейшую дичь, после которой просто люди не выйдут. Как и в августе не выдержали тысячи людей и вышли после этого насилия. Просто нужен тот триггер со стороны властей, который мобилизует просто все силы людей, который поможет им обойти этот страх, который сейчас царит в обществе. Я уже не очень слежу за новостями последними, особенно белорусскими, потому что это уже смешно. Если честно, я вообще отстал от жизни, наверное. Я просто пока что в связи с финансовыми обстоятельствами погружен в работу, поэтому пока просто, ну, если обязательно курс дела, я обязательно скажу свое мнение по этому поводу. Так понимаю, то, что хотят радикализовать протесты и выйти в один день. Мое понимание такое, на самом деле сложно что-то сказать по этому поводу, потому что, с одной стороны, ситуация политическая такая, что если радикализовать наши протесты, то Лукашенко может опять на коленях приползти к Путлеру и просто попросить его, чтобы он сюда ввел свои миротворческие войска, как это уже было и в Украине, и в Сирии. Вот, поэтому как бы сама по себе радикализация на самом деле может привести к нехорошим последствиям, и к этому просто надо быть готовым, но с другой стороны, наши мирные протесты, это, конечно, тоже хорошо, но история не знает ни одного диктатора, который ушел просто вот, потому что, вот вы протестуете, поэтому как бы так. Поэтому сложно сказать, что из этого здесь было бы на самом деле лучше, но одно я могу сказать, что точно эффективно это финансовое давление, то есть максимально стараться какими-то вообще возможными и невозможными способами избавить эту хунту от доходов, вообще от любых, даже от 5 рублей. Я не чув про этот День Ікс. Який День Ікс? День Ікс давно вже настав. Російські війська сидять, агентура постійно, вже давно треба було брати зброю в руки. А коли 300 тисяч вийшло людей, то можна було навіть без зброї зайняти адміністраційні будинки і зброю треба захопити зброю. І я думаю, що міліціянти, вони глядять на то, у кого є сили. Коли народ силу показав, вони перейшли на бок народу. Але были это самое Росгвардия, менты, зеленые человечки были, их бачили, а вот менавіто избивали, белорусы убивали, а не белорусские менты. Это столько садистов тяжко было знайти. Белорусы это вельми добрые, спокойные люди. Вот. Але я читал истории, наши были витязи, викинги, били тут, все, можем змагаться и Россию можем просто знищити, коли нам потребуется. Да, ну и политичные моменты про Россию, то, что Россия наступает, это, конечно, важный момент. Вот. Сегодня, как бы, мы так больше спокойно это было, хотя момент тяжкий, коли где что прилучить раз за одним там и знищить фактично податковую систему, то треба нам змагатися і більш активні дії. Живе Білорусь! Живе! Дякую.